Представьте, что христиане или иудеи молятся в своих церквях и синагогах, а мусульмане вторглись туда и кидают под ноги им бомбы, травят газом, бьют дубинками, без разбора стариков, женщин, детей. Представьте себе христианского беззащитного мальчика с крестиком на шее, которого ведут в окружении взрослых мусульман, закрыв ему глаза кровавой тряпкой, периодически побивая и насмехаясь. Каков же будет крик всего мира, оглушающий протест правителей и обычных людей, спортсменов, блогеров, о том, что ислам это зло, а мусульмане дикари и террористы. Во Франции напечатают очередную карикатуру о политике и чиновнике на федеральных каналах, обворовавшие народ, в белых воротничках и галстуках будут вешать о гуманизме и решать, запрещать ли хиджаб и мечети, гнать ли их отовсюду. Да, но такое происходит только в отношении мусульман. Представьте, не один год. И что? Весь мир молчит. Мусульман, пришедших молиться в мечеть в месяц Рамадан, встречает вооруженная армия оккупантов. Их бьют, когда они в земном поклоне, кидают бомбу во время молитвенного стояния, сдирают хиджаб с беззащитных женщин, когда те приходят на ифтар у дверей благословенной мечети. И весь мир молчит, потому что в понимании мира это не терроризм. Кровь мусульман ничего не стоит, и жизнь их давно никого не волнует. Где-то в Европе или Америке из-за смерти одного чернокожего, еврея или трансвестита начинаются протесты. Сегодня в Америке Джорджа Флойда возвели в лики святых мучеников, хотя это на самом деле бывалый зэк, сидевший за наркотики. Но ведь он был чернокожим. Так защищает демократия чернокожих. А тут толпами сажают в тюрьмы детей, пинают публично женщин, избивают немощных стариков. И все молчат, проливают ежедневно кровь, калечат. Как мы докатились до такой жизни, потомки Мус'аба ибн Умейра и Салахуддина? Дай Аллах освобождение мусульманам Палестины от несправедливой оккупации иудеев. Дай Аллах им победу и возвращение нам отраду нашей души, первую киблю, мечеть Аль-Акса.